11 ноября в столице республики пройдет второй открытый фестиваль детской анимации. Сегодня в нашей студии организаторы фестиваля «Мультляндия». Я с радостью их представляю. Это Анна Слепцова и Оксана Васильева. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе. Анна Алексеевна, расскажите для начала нам об истории фестиваля. Все-таки второй уже по счету, поэтому, я думаю, история некогда есть. До проведения этого фестиваля мы проводили разные мастер-классы для детей, также проводили заочные конкурсы по детской именно мультипликации. А потом в 2017 году мы решили это все объединить и сделать такой большой грандиозный праздник для детей, где мы бы показали работы детей и получается, сделали мастер-классы, да? Было очень много площадок, у нас было очень много партнеров, которые пришли и нас поддержали, провели мастер-классы по куклам и по стоп-моушену, игры проводили. Очень интересное мероприятие было, это в 2017 году весной. А в этом году мы решили вот 11 ноября провести и как бы приурочить более или менее к 28 октября. Это Международный день анимации, который празднуется во всех странах, и у нас тоже как празднуется. Замечательно. Вот, Оксана Владимировна, расскажите об участниках, кто может стать участниками фестиваля. Уже кто-то изъявил желание? В рамках фестиваля у нас пройдет 4 конкурса. Это конкурсы по разным направлениям. Конечно, самый наш важный конкурс «Море мультфильмов» он называется. Это конкурс детских мультипликационных фильмов. Здесь, значит, у нас целых 9 номинаций, направлений. И мы ждем работы. Конкурс заочный, а на фестивале мы будем объявлять итоги. Принимают участие дети любого возраста, начиная от 5 лет и до 18. Ну, а что еще ожидает зрителей, участников в целом, помимо вот конкурсной этой программы? Так, мастер-классы – это песочная анимация. Сейчас очень тоже актуальная анимация, когда рисуют песком на светящихся столах, да? И Эбру – это наш партнер, благотворительный фонд Харцхал. В этом году проводит Петр Петрович, педагог с опытом в анимации, проводит мастер-класс по Эбру. Также у нас будет компьютерная анимация. Это очень востребованный, продвинутый вид анимации. Мастер-класс по 3D. Да? И это будет проводить тоже наш партнер, школа IT-школа Илларионова. А также студия «Уранай». Вообще у нас будет работать очень много площадок. Лего-площадка. Мы ждем малышей со своими наборами. Положение у нас выставлено на сайте Дворца детского творчества. Мы ждем ребят, чтобы они пришли и поучаствовали в конкурсе «Лего-кадр». То есть надо будет из Лего собрать какую-нибудь сцену из мультфильма. Так, помимо этого у нас еще будет гора вопросов, да, такие анимационные викторины на знание мультфильмов. Значит, а сами вот чего ожидаете от этого фестиваля? Ведь это второй будет по счету, какие-то, может быть, новшества будут в этом году? Значит, новшеством будет, например, косплей-дефиле. То есть мы ждем ребят в костюмах. На Новый год, как правило, шьют мамы очень много костюмов. И вот есть шанс еще раз показать их и пройти с ним буквально в дефиле, поучаствовать в конкурсе. Так, помимо этого, вот эти вот, значит, такие современные мастер-классы по 3D и компьютерной анимации. Мы ждем наших коллег по цеху, вот наших партнеров, мультстудию «Уранай», а также вот IT-школу Илларионова. Уважаемые гости, Оксана Владимировна, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Я думаю, что пройдет фестиваль очень здорово, позитивно, детям понравится, они увлекутся этим делом и в дальнейшем, может быть, свяжут свою судьбу с мультипликацией. Позитивного вам проведения фестиваля, удачного вам дня. Я напоминаю, вы смотрели программу «Новый день». Увидимся с вами завтра в это же время с 7 часов до 9. Смотрите нас на НВК Саха.